впервые проводится чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе. Тем более этот чемпионат знаменателен. Мы проводим памяти нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И, конечно, он был еще от руководителей, был первый президентом Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия. Но мы в эту работу не просто так проводим, потому что до этого у нас в 2021 году, 2022 году, 2023 годах чемпионат России общекомандно Северо-Восточный федеральный университет выигрывал всегда. Но по дисциплине вольная борьба. И нам доверили в этом году провести чемпионат России среди студентов в городе Якутске. Чемпионат у нас будет отборочный на универсиаду России, который пройдет в городе Уфе. И конечная точка будет отбираться на чемпионат мира среди студентов, который должен пройти в городе Китае. Предварительно это октябрь месяц. Очень любят спортивную борьбу в республике. Зрители большое количество поддерживают. И хотелось бы отметить, что вот мы с министром Леонидом Николаевичем Спиридоновым разговаривали, что такое знаменательное событие для республики, учитывая, что по греко-римской борьбе среди студентов здесь впервые проводятся мероприятия, также и по вольной борьбе, хотя оказалось бы, что такие традиции уже сложившиеся в республике имеются, но тем не менее чемпионат России среди студентов впервые прошел здесь. Это знаменательная такая точка отсчета, которая говорит о том, что, я думаю, мы будем возвращаться сюда еще не один раз. Вот. Сегодня мы наблюдаем, что подъем греко-римской борьбы в республике. Буквально там лет 5 назад о борцах-якутах греко-римского стиля никто даже не знал. И сегодня мы смотрим, что они борются за призовые места. И это колоссальная работа проведена Министерством спорта, руководством республики. Привез команду студенческую из Саливка, прекрасного города Москва, наша столица нашей родины. Ребята рады участию в нашем студенческом чемпионате. Очень приятно, что по организации на высоком уровне. 2 прекрасных ковра, помосты, все, как говорится, условия созданы. Хочется дополнительно сказать, что спортсмены нашей команды выступало 8 спортсменов, из которых 2 человека боролись за первое место, 5 человек боролись за бронзу. Так уж получилось, что у нас 2 серебряные медали и 3 бронзовые. Но команда по итогу заняла 3-е место. Есть к чему стремиться, обязательно надо делать работу над ошибками. Я как тренер олимпийской команды 12 лет проработал
с основными спортсменами, которые участвовали на Олимпийских играх, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Все условия, разминочный зал рядом, все близко. Это очень, организация трансфера тоже очень хорошо, это очень важный фактор. Ну, огромное спасибо гостеприимной якутской земле. И обязательно еще раз приедем. Сегодня мы провели этот чемпионат российских студентов. По вольной борьбе у нас 2 чемпиона, 1 серебро и 10 бронзовых медалей. И еще Харасхан Папагай из Северной Осетии тоже занял 1 место. Поэтому я считаю, результат по вольной борьбе очень хороший. В командном зачете СВФУ занял 1 место, Черопчинский институт 2 место и Северо-Осетинский университет занял 3 место. По греко-римской борьбе у нас тоже получилась история. История Якутии. Никогда у нас не было чемпиона российских студентов. Сегодня у нас Иван Шабаев стал чемпионом российских студентов. У нас есть серебро Никиты Сафронова, ну и бронза Степанова, который тоже является тоже хорошим результатом. Поэтому мы довольны, что сегодня мы провели чемпионат российских студентов. Этот чемпионат был посвящен нашему первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Юрьевичу Николаеву. Он внес большой вклад в развитие спорта нашей республики и был президентом Федерации борьбы. Поэтому в честь его мы сегодня провели этот чемпионат.